ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Вечер четверга для ухтинских любителей хоккея стал по-настоящему знаменательным. На лед дворца имени Капустина вышла команда «Российская пресса». Коллектив соединяет вместе именитых представителей средств массовой информации, объединенных общей страстью к хоккею. Команда образовалась в 2001 году и за это время успела сыграть не только на российских аренах, но и даже с президентом Беларуси. Однако, несмотря на пролетевшие годы, удалось сохранить самое главное – дух команды, присущий ей с момента основания. Как была журбанда, так и осталась. Мы просто немножко переформатировались, переквалифицировались, стали более цивильными, потому что многие ребята, которые начинали и создавали эту команду, уже выросли из обычных стендаперов, да, журналистских, да, мэтров журналистских. Естественно, статус не позволяет уже. Соперниками прессы в матче стала команда «Газпром-Трансгаз Ухта». В ее составе немало маститых игроков, поэтому особой разницы в классе на льду было незаметно. Наоборот, если первый период прошел в большей степени на равных, то второй и третий темп задавали именно газовики. Преимущество сказалось и на счете. К концу основного времени на табло значилось 8-7, а последнюю, девятую шайбу ухтинцы забили в пустые ворота прессы за 11 секунд до финальной сирены. В составе команды «Газпрома» на лед вышел и гендиректор предприятия. Команда тренируется каждую неделю. Я тренируюсь раз в год. Я уже об этом сказал. Непосредственно перед турниром, к сожалению, в этом плане я не силен, но когда приезжает Андрей Николишин, я всегда выхожу на лед. Вот если он будет приезжать, подтвердить, второй раз, я буду верить, второй раз. Если он будет приезжать чаще, то я буду в лучшей физической форме. После матча состоялась показательная серия буллитов, а далее зрители смогли взять автографы у своих кумиров. В ближайшие дни у команды российской прессы насыщенная программа. Уже в пятницу их ждут в Воркуте, где также пройдут матчи и мастер-классы. На обратном пути журналисты планируют посетить мемориал Сергею Капустину в Ухте.